15 июня 1865 года начались работы по сооружению вала, который должен был оградить затьмацкую часть нашего города от наводнений. Этот вал, который протянулся от Старицкой заставы до устья реки, был возведен по инициативе Тверского городского главы того времени Алексея Головинского, чье имя он впоследствии будет носить. Практически все начало 1918 года наш город потрясали митинги и забастовки, вызванные тяжелейшим продовольственным кризисом. И вот 15 июня в Твери собирается губернский продовольственный съезд. Однако доклады и прения продуктов не прибавили, и тогда Союз текстильщиков принял решение предоставить дополнительный 30-дневный отпуск всем рабочим, которые имеют земельный надел в деревне. Пусть рабочие сами попробуют себя прокормить, если это не получается у государства. 15 июня 1919 года новое название получила газета «Известия Тверского совета», которая теперь стала именоваться «Тверской правдой». Такое имя главная газета нашей области будет носить до 1931 года, когда станет сначала «Пролетарской правдой», затем «Калининской правдой» и, наконец, приобретет свое современное название «Тверская жизнь». В 1927 году в этот день в городском саду собрались любители борьбы. Еще бы, ведь в наш город приехал прославленный богатырь Иван Поддубный, который провел 3 схватки с не менее известным в ту пору борцом Петром Лютовым. Несмотря на уже весьма солидный возраст, Поддубный не уронил свои слабые, все поединки провел весьма достойно. 15 июня 1932 года в нашем городе появилось новое военное учебное заведение. Это было военно-химическое училище, которое возникло на базе кавалерийской школы и разместилось в ее помещениях. Это училище просуществовало в Калинине вплоть до 1943 года, уступив место военной академии тыла и снабжения имени Молотова, на смену которой в 1956 году пришла военная академия противовоздушной обороны, существующая и по сей день. 2 годами позже в этот день в нашем городе появилось трамвайное депо, которое расположилось рядом с круглой площадью. Так в ту пору называлась современная нам площадь Капошвара. Трамвайные линии к тому времени связали уже многие районы Калинина, и главный транспорт города требовал соответствующей базы. 15 июня 1942 года в нашем городе открылся детский дом. Шла война, которая сделала сиротами тысячи мальчишек и девчонок, и государство старалось заботиться о том, чтобы у них был кусок хлеба и крыша над головой. В 1969 году исполнилось ровно 500 лет, как наш земляк Афанасий Никитин добрался до далекой Индии. 15 июня в городском саду прошел большой праздник, посвященный этой дате. Это было настоящее народное гуляние, кульминацией которого стал фольклорный праздник «Проводы за 3 моря». Горожане проводили стилизованную ладью с тверским купцом в далекие страны и начали отмечать это радостное событие. 15 июня 1975 года состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. В республиканский парламент от нашего города были выбраны Александра Ивановна Денисова, крутильщица шелкового производства комбината «Химволокно», Антонина Михайловна Шарапова, прессовщица комбината строительных материалов номер 2, и Павел Константинович Сизов, министр текстильной промышленности РСФСР. Больших проблем с подсчетом голосов у избирательной комиссии не было. За каждого кандидата проголосовало 99,85% жителей города. В 1981 году в этот день футболисты Калининской «Волги» одержали победу в очередном международном матче. На этот раз перед ними не устояла любительская команда под названием Сен-Жан-де-Фон из Франции, которая уступила нашим футболистам со счетом 1-8. И, наконец, 15 июня 2003 года в этот день в городе Буденновске была освящена деревянная часовня в честь святого благоверного князя Михаила Тверского. Эта часовня была подарена жителям Буденновска нашим городом, и на торжественном освящении присутствовала делегация Твери.